Так, ну что, снова неприятность. Надо заменить поводной ролик, натяжной ролик приводного ремня. Но тут случилась засада. Так, тут, конечно, не видно будет. Но, в общем, сейчас покажу на другой запчасти. Значит, вот вся эта ерундиция в сборе. Площадочка, да, значит, вот эта вот часть, отлив под гайку на 19, благодаря которой можно поставить ключик и, скажем так, надавливанием полчасовой стрелки оттянуть, сжать полностью натяжной ролик, освободить ремень. В общем, вот эта деталь на моем автомобиле, она круглая. Какой-то рукожоп сделал так, что она стала круглой. В общем, сейчас мне предстоит процедура по замене полностью вот этой вот детали. Либо сниму старую и попробую обточить эту гаечку под ключик на 17. Потому что на новой запчасти у меня здесь пружинный механизм, а на той, что стоит на автомобиле, здесь стоит амортизатор. Не знаю, как он правильно называется. В общем, вакуумно-гидравлическая какая-то приблуда. В общем, что мне нужно сейчас? Сейчас я домкрачу. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо. Подхожу к этому делу всему снизу, откручиваю, значит, на этой запчасти буду показывать, откручиваю здесь болт на 14, и здесь, по-моему, то ли на 14, на 12, вот эти два болта откручиваю и снимаю полностью всю эту детальку. Дело в том, что я уже интернетом насмотрелся, там, говорят, процедура не из легких, чтобы вытащить вот этот вот болт. Здесь его, конечно, не видно, или может быть видно, не знаю. В принципе, на него свет падает. Открутить полбеды, главное сорвать. Затем надо его вытащить. А вот с вытаскиванием он, короче, упирается в лонжерон. Для этого нужно открутить подушку, поддомкратить двигатель и вытащить болтик. В общем, процедура не из легких, так что приступаю. В общем, открутил я свою детальку. Вот она в таком состоянии. Вот стоял ролик на ней. Пока я не открутил вот этот вот ролик, а на ролике был вот этот вот болтик. Пока я его не открутил, я не мог снять всю эту, как ее назвать-то, даже не знаю. В общем, вот эту вот площадочку я не мог снять, вытащить из подкапотного пространства. Как только я ее открутил, мне привезли звездочку Т-40, по-моему, кажется. Надо будет спросить. После этого снял и спокойно вместе вот с этим вот длинным болтом, сейчас я вам покажу, куда-то я его только что задевал. Вот он. Вместе с этим болтом я спокойно все это пошевелил, и она сама выпала. Вот, сейчас будем внедрять немножко другую систему. Она, в принципе... Так, а как это все было? Вот они одинаковые, да. Ставим сюда болт и запердуливаем. Ролик, сказали, очень-очень хороший, поэтому новый мы оставим на запас, а поставим старенький пока. Поменять его теперь никаких проблем не будет, так как ключом на 19 одеваем. Не то, что здесь вот все слизано, здесь вот просто вообще просто жесть какая-то, я не знаю. Посмотреть бы на того, кто это совершил. Вот одна грань, по-моему, нет, даже ни одной грани не осталось целой. Вот так вот люди относятся. Может, в сервисе где или еще что. Честно говоря, не понимаю. Потом еще один интересный, забавный факт.
Вот, значит, у меня стоял вот такой вот натяжитель. Вот сюда вот он прикручивался. Вот так вот, да? Кажется так или так, я не помню уже. Да, вот так вот оно прикручивалось, все это дело. Тоже каким-то болтиком. Самое смешное, вот, где тут амортизатор и как оно работало на машине, я... Вот, одной рукой неудобно. Сейчас. Зачем мне перчатки нужны? О, пожалуйста. Кусок пружины. Там еще где-то у меня осколки валяются. В общем, ну как-то это дело работало до последнего момента. В общем, что хочу сказать. Домкратить двигатель не надо. Болт выходит вместе с болтом. Вот с этим вот. Вся эта площадка. Так что, не знаю, начитался интернетов. И просто думал, что это невозможно практически. Но нет. Нету ничего возможного. Невозможного. Я знаю точно невозможно. Вот как-то так. Пишет. Ну вот, внедрил я, короче говоря, так скажем, интегрировал энную запчасть. Нет, я интегрировал площадку с обводным роликом приводного ремня уже непосредственно на торцевую часть двигателя. Не сказать, что прям все гладко прошло, но тем не менее прошло. Я все наживил, осталось только протянуть. Ну и сейчас буду накидывать ремень. Тоже в интернете начитался, гемору много. Ну, теперь у меня, по крайней мере, есть, скажем так, точка опоры, об которую можно натягивать ролик, сжимать вернее. Поэтому я думаю, это все-таки пройдет намного легче, чем я его снимал. Снимал его, конечно, варварским способом, по одному ручейку, но тем не менее снял. Ну, сейчас, в принципе, получается, что у нас? Надо затянуть, получается, ролик натяжной сам. Да и все. Накинуть ремень, а потом уже все. В принципе, после ремня у меня доступ будет сюда к ролику, к низу будет, и к дальнему болту тоже будет. Поэтому тогда я сейчас накидываю ремень, а потом уже протягиваю все остальные гайки и болты. Ну вот как-то так. Ну вот спустя буквально несколько минут, ну не сказать прям, чтобы совсем без проблем, но я как-то его натянул и не испытывал при этом больших трудностей. То есть у меня было всего 2 попытки. Первый раз я накинул вот такой вот ключик, вот на 19, и на него еще 22 сверху одел. Но это оказалось неудобно. Он изгибает вот здесь вот ремень, и очень сложно. Сначала ремень заламывается сюда, а затем сюда подводится. Одевал я его через генератор, так как ремень не новый, ну, соответственно, чуток растянутый, но еще в отличном состоянии. Поэтому взял головку с трещоткой, на трещотку одел трубу небольшую, и так какими-то движениями туда-сюда покачиваю, он у меня оделся. В принципе, я не знаю, что люди тут прям с ними борются. Да, на Ипсуме чуть-чуть меньше места, чем на Камри. Но не настолько, чтобы... Сейчас поворачиваю за коленвал, посмотрю, все ли везде сидит, и все, в принципе. Все в порядке. Ролики натянул, натяжитель здесь затянул. Сам ролик натяжителя затянул. Затянул основание площадки натяжного ролика. Все закрутил, все болты, все завел, проверил, все вертится, работает, ничего не скрипит, ничего не слетает. В общем, вот как-то вот так. Все дело, как говорится, было в волшебных пузырьках. А вернее, все дело было вот в этой вот площадочке, куда у меня ключик на 19. Прям, ну вот, обходится.
И засунуть его дальше, видите, как тут с грани слезала, то есть слезала полностью. Обтачивать его на 17, даже, честно говоря, не знаю, получится у меня это или нет. Но я попробую, напильник возьму, обточу его под ключ на 17. Так, у меня с собой он есть. Да. Черт его знает, вдруг получится. На 17. Тогда шестигранная головка на 17. В принципе, тут как бы, по-моему, такое возможно еще. Но это будет уже на грани. Поэтому навряд ли. И тогда можно будет прикупить новый... Как это назвать, даже не знаю. Амортизатор, не амортизатор. В общем, вот эту новую запчасть. Если здесь будет все исправно. Ролик. Ну, в принципе-то не шумит. Нет, шумит, конечно, но не так. И тогда можно будет детальку взять на замену. Помыть, почистить. И я думаю, все будет учугейно. В общем, как-то так. Все это можно делать, всю эту процедуру без поддомкрачивания, откручивания подушки, поддомкрачивания двигателя или наоборот его опускания вниз. Конечно, есть еще вариант. Я сначала думал, что можно крутить шкив коленчатого вала, и тогда тоже вся эта площадка с роликом должна выйти практически без проблем. Ну, хотя вот есть еще такой вариант, такая задумка, что может быть у меня подпиленный болт. Может быть. Поэтому у меня все так складно вышло. А может быть и нет. Просто откручиваете, чуть-чуть его на излом берете. И все, и он падает вниз сам по себе. Да, засовывался он немножко сложнее. Там минуты, наверное, 3 его засовывал. Ну, потом наживил, прикрутил. Закинул на него ролик, прикрутил. Этот самый натяжитель одел на шпильку, закрутил гаечку, ну и все, и потом ремень тоже думал, буду долго возиться, но нифига, долго не возился. Так что все эти интернет-байки о том, что это все капец какая сложная операция, все это выдумки, лишь бы, как говорится, снять контент. Ну, на всякий случай как-то так. Всем пока.